Главы якутских улусов призвали своих жителей сдавать незарегистрированное оружие, обещая не преследовать тех, кто нарушил закон. Это связано с возможным 30-дневным перемирием в агрессивной войне против независимой Украины. Эта пауза будет использована для перегруппировки сил и укрепления позиций, и сбор оружия направлен на восполнение дефицита вооружения, который испытывает российская армия. Сборщики поясняют, что именно охотничьи дробовики могут быть использованы для борьбы с малогабаритными дронами. Обращаем внимание, что оружие просят у простых людей, охотников, добывающих себе пропитание с помощью охоты. А пожертвовал ли кто-нибудь из высокопоставленных чиновников и депутатов свое оружие на эту несправедливую войну? Скажем сразу, нет, этого не было и не будет никогда. Известно, что якутская власть всех уровней — это хорошо экипированные любители охоты, и даже на краснокнижных животных. Они сами в этом неоднократно признавались. Сейчас у нас есть у всех вертолеты, у всех есть оптические приборы, у всех есть, у всех есть дроны, есть уже летающие, да? У некоторых тепловизоры уже есть, охотятся. Однако ни один из них не собирается отдавать свое оружие на так называемую СВО. Во-первых, у них дорогостоящее оружие. Во-вторых, многие из них не хотят быть даже косвенно причастными к этой войне, опасаясь преследований в будущем. Что делать в этой ситуации обычным Саха? Не сдавать оружие, чтобы не становиться частью войны и быть готовым к будущим нестабильным временам,